Какие проблемы волнуют работников социальной сферы на селе? Эти и другие вопросы обсудили участники ежегодной встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Регистрация не понадобится. Чтобы встать на воинский учет, теперь достаточно указать в заявлении свой адрес. Алмазная столица готовится принять сильнейшие сборные по мини-футболу. Чемпионат республики стартует 21 февраля. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. В Москве прошла ежегодная встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками социальной сферы на селе. Участники встречи, врачи, учителя, работники культуры подробно изложили свои проблемы и попросили оказать содействие в их решении. От Якутии с докладом выступила Софья Александрова, главный врач Амгинской улусной больницы. Она представила проект, способствующий улучшению медицинской помощи в отдаленных районах. А также Туяра Блинова, завуч Верхневилюйской гимназии, которая говорила о малокомплектных школах и низкой зарплате сельских учителей. Еще одного якутянина, врача-терапевта Нюрбинской центральной больницы Николая Николаева, наградили грамотой Совета Федерации за безупречную полувековую работу. Эта награда не только моя награда. Это награда моих коллег, моих работников, где я с ними работал на протяжении этих долгих лет. И еще это награда моего руководства района. Это районное руководство нам помогает сельским врачам. Сельским врачам помогает. Это хорошо. Вот поэтому мы добиваемся некоторые успехи в этой работе. В работе оказания медицинской помощи населению. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность изменения системы субсидирования регионов. Цитата. «Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причем это не на год, конечно, а на такой срок выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу», сообщил Медведев. Кроме того, по его словам, при распределении финансирования нужно учитывать специфику регионов. Пенсионный фонд России установит новые ограничения для обналичивания материнского капитала. По словам главы фонда Антона Дроздова, сейчас ведомство изучает непростые юридические схемы. Пенсионный фонд обратился в Министерство труда, чтобы получить дополнительные возможности и также, чтобы фонду предоставляли ряд дополнительных документов об использовании мат-капитала. Кроме того, по словам Дроздова, есть институты, которые имеют право давать кредиты, кооперативы и иные организации, но Центральный банк их не контролирует. Сейчас пенсионный фонд идет по пути, чтобы эти организации не работали с материнским капиталом или имели устойчивую репутацию. Для постановки на воинский учет регистрация по месту жительства не понадобится. Молодым людям будет достаточно указать в заявлении свой адрес. Поправки в закон вступают в силу уже сегодня. Поправки также вводят новую обязанность для должностных лиц, ответственных за воинский учет. Они должны выявлять граждан, не состоящих на учете, и в течение 2 недель направлять сведения о них в военкоматы. А самим неучтенным вручать направление в военный комиссариат. Завтра в некоторых районах города Якутска и Мирного будет временно ограничено электроснабжение. Как отметили в центральных электрических сетях, для удобства потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. В Якутске с 2 часов дня до 5 вечера света не будет по улицам Ушакова, Жарницкого, Рыдзинского, Феликса Кона, Петра Алексеева. С 2 до 4 электроснабжение ограничат по Покровскому тракту, 7-й километр. В Мирном с 9 утра до 10 и с 5 до 6 вечера свет отключат по улицам Индустриальная, Фрунзе, Первомайская и Заводской переулок. В некоторых наследах Тампонского района прошла проверка качества предоставляемых коммунальных услуг. Добросовестно ли выполняют свои обязанности ЖКХ и управляющая компания «Вика Сервис», узнавала Нина Ханарова.
В Управлении строительства и жилищного надзора Республики Саха-Якутия поступают жалобы от населения о поставке некачественных услуг от филиала ГУП ЖКХ и управляющей компании «Авикосервис» по обслуживанию многоквартирных домов в Хандаге. В ходе проверки были обнаружены нарушения и составлены соответствующие акты. Стальной регистр отопления, который расположен в холодном тамбуре, тоже там установлены бандажные хомуты, что тоже является нарушением. Ну и в первом подъезде управляющая компания на момент проверки проводит работы по монтажу прибора отопления в первом подъезде на первом этаже. Жильцы жалуются на низкую температуру в домах, и поэтому им приходится сливать воду, а вследствие этого в частном секторе происходит переполнение септиков, и управляющей компании приходится чаще откачивать их, неся большие расходы. Кроме того, жильцы некоторых домов желают отказаться от услуг дворника, но не знают, как это правильно оформить. По сегодняшним проверкам мы работаем, устраняем и аварийные ситуации, и также исполняем желания жильцов. То есть, как взять молодежную 5, да? Сегодня мы ездили, значит, по этому адресу жильцы хотели отказаться от услуги дворника. Проверка показала, что жалоб можно было бы избежать, если вовремя реагировать на обращения граждан. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Студенческим строительным отрядам исполнилось 60 лет. Начало движения связывают с работой студенческого отряда МГУ в Казахстане. В 1959 году 339 студентов-физиков поехали на Целину в Северо-Казахстанскую область. Там ребята построили 16 объектов, выполнив объем работ на сумму 250 тысяч рублей. За лето они построили 12 жилых домов, телятник, 2 птичника и крольчатник. Вскоре на Целину стали прибывать студенты и из других вузов. В студенческих отрядах молодые люди не только получали хорошую трудовую практику по своей специальности, но и нарабатывали опыт, учились ценить чужой труд, а также адаптироваться в обществе. Сегодня у жителей и гостей столицы есть последний шанс посетить 10-ю выставку кузнецов Якутии «Дархан-Уз». Она проходит в торговых рядах Кружала. Свои работы якутские ножи представили 60 мастеров из 16 районов республики и города Якутска. Прямо сейчас узнаем всю последнюю информацию о выставке у нашего корреспондента Алексея Лукьяненко. Он на прямой связи с нами. Алексей, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Анастасия. Как вы видите, сегодня здесь проходит выставка лучших мастеров кузнечного дела республики «Дархан-Уз». На сегодня выбраны такие номинации, как «Лучший кухонный нож» и «Лучшая художественная композиция». Стоит отметить, что выставка привлекает внимание не только профессионалов данного дела, но и простых граждан. Но самое удивительное и потрясающее то, что, пообщавшись с мастерами, ты понимаешь, что несмотря на всю свою суровую внешность, они обладают довольно-таки мягкой, какой-то совершенно удивительной и творческой душой. Анастасия. Алексей, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Алексей Лукьяненко. На следующей неделе Мирный примет сильнейших футболистов со всей республики. О том, что чемпионат Якутии по мини-футболу пройдет в столице Алмазного края, стало известно в январе. 6 команд из разных районов Якутии подтвердили свое участие в соревнованиях. За медали чемпионата поборются и мирнинские спортсмены. Подробнее о предстоящих состязаниях в материале наших корреспондентов. С 21 по 24 февраля в столице Алмазного края впервые в истории пройдет чемпионат республики по мини-футболу. Раньше эти соревнования всегда проходили лишь в Якутске. Теперь сильнейшие сборные готовятся принять Алмазная столица. Среди этих команд и сборная Мирнинского района. Мы начали готовиться чуть меньше, чем за месяц до чемпионата республики. Пока просматриваем кандидатов, которые планируются попасть в состав сборной. В общем, ведем планомерную подготовку. Основной состав сборной Мирнинского района для участия в чемпионате республики еще не определен. Окончательный список команды будет известен на следующей неделе. Сегодня к соревнованиям готовятся 16 футболистов. Из них на паркет выйдут 13 спортсменов. Конечно, функционально пока готовы не до конца, но мы стараемся в кратчайшие сроки наверстать те упущенные моменты, те моменты, которые нам необходимы для нужных кондиций. И я думаю, что к чемпионату мы будем готовы. Чемпионат республики по мини-футболу пройдет в высшей лиге. Сюда попадают только самые сильные команды.
Всего в этом списке 8 сборных. На прошлогоднем чемпионате команда Алмазного края заняла 3-е место. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Южно-Сахалинске завершились первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Участниками масштабных соревнований стали 1196 спортсменов из 20 стран. В течение 8 соревновательных дней было разыграно 93 комплекта медалей. Спортивные мероприятия посетили десятки тысяч зрителей и увидели миллионы телевизионных болельщиков. Первое место в медальном зачете заняла команда Уральского федерального округа. Юные спортсмены завоевали 24 медали, из них 10 золотых. На втором месте турнирной таблицы команда из Москвы. У ребят в активе 21 медаль, 9 из которых высшей пробы. На третьем месте команда Сахалин-1, завоевавшая 26 медалей, из них 8 золотых. Сборная команда Якутии вошла в десятку лучших. Юные якутяне принесли в копилку сборной 6 медалей, 3 серебра и 3 бронзы. За 2 года Сахалин провел колоссальную мобилизацию, провел огромную работу. Игры прошли, на мой взгляд, очень на высоком уровне. Это я слышу от команд организаторов, от команд участниц. И, во-первых, те же и Казахстан, и Корея, и Япония говорят о том, что следующие игры они привезут команду значительно сильнее. Приедут команды из российских регионов тоже сильнее. Очень важно, что сегодня 6 команд в медальном зачете, несмотря на то, что он неформальный, конкурируют прямо буквально и по общей сумме медалей, и по их достоинству этих медалей. Турнир получился очень конкурентный, поэтому страны будут обязательно участвовать. Будущее у игр хорошее. Я уверен, что через 2 года мы проведем очередные, уже вторые игры «Дети Азии» по зимним видам спорта. И они будут еще интереснее, еще конкурентнее, еще зрелищнее. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь с нами.